Северной Осетии в следующем году продолжат строительство социально важных объектов. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Генриетта Албегова и коротко о главных темах выпуска. Давно мечтали именно о таком сказанном и красивом детском саде. Выходит, наша мечта сбылась. Долгожданное событие для всех жителей селения Дачное. Открылся новый детский сад. Дошкольное учреждение рассчитано на 120 мест. Хочется еще раз вернуться, потому что здесь и люди, и природа доказывают, что наша земля необычная. Познакомились с осетинским гостеприимством. Блогеры из разных городов России путешествуют по регионам Северного Кавказа. Красоты Северной Осетии уже оценили и поделились впечатлениями. Сейчас мы исследуем обычную воду из-под крана и еще исследуем мы бутилированную воду с магазина. Полное погружение в экспериментальную химию, лабораторные и исследовательские работы. В Северо-Осетинском государственном университете провели сезонную школу «Химия вокруг нас». Такой метод изучения науки ребята оценили. Пристальное внимание социально важным объектам. В следующем году в поселке Заводской начнут строить 2 детских сада, каждый на 280 мест. Это позволит ликвидировать очередность в населенном пункте. Сейчас там только одно дошкольное учреждение. Строительство планируют по федеральной программе повышения устойчивости жилых домов в сейсмических районах России. Об этом говорил на встрече глава республики Вячеслав Битаров с руководителем муниципального образования Владикавказа Русланбеком Икаевым. Кроме того, начнут реконструкцию 11-й школы во Владикавказе. Не оставили без внимания еще один проблемный вопрос. Несколько лет назад дом на улице Тельмана, 26, признали непригодным для жилья. Строительство новой пятиэтажки на этом месте запланировано на 2020-2021 годы. Дом будет рассчитан на 50 квартир. Кроме того, поговорили о реконструкции проспекта Мира. Здесь также будут отреставрированы фасады зданий. А в селении Дачное новый детский сад открыли сегодня. Дошкольное учреждение рассчитано на 120 мест. Принимать будут детей от 2 лет. На торжественную церемонию открытия приехал глава республики Вячеслав Битаров. Он лично осмотрел все помещения и оценил условия, которые создали для детей. Тему продолжит Николас Джоев. Мечтали именно о таком сказанном и красивом детском саде. Выходит, наша мечта сбылась. Открытие детского сада в селении Дачное местные жители ждали давно. Его в населенном пункте не было вовсе. Детей отвозили в ближайшие населенные пункты. Мы этого дня очень долго ждали, конечно. Конечно, сегодня такой радостный для детей, для взрослых, для родителей день. Потому что у нас большая проблема была вообще с определением детей, куда их везти на работу, ведь ходить нужно родителям. Поэтому сегодня я считаю, что и для дачного села, и для Куртата, и для Камбелеевки это очень хорошее мероприятие. Дай Бог, чтобы у нас все проходило в таком же радостном виде, в таком же свете. Детский сад в Дачном возвели буквально за полгода. На каждом этапе строительства ход работ проверял председатель правительства Таймураз Тускаев. Их качеству уделялось особое внимание. Этот детский сад оснащен по последнему слову техники. В игровых комнатах теплые полы, а здесь на кухне оборудование, как в лучшем ресторане. Пищеблок здесь полностью изолирован и стерилен. Нас сюда пустили буквально на пару минут. Завтра детский сад уже примет первых детей. Строители даже предусмотрели специальный лифт, чтобы поварам не приходилось тащить еду на 2-й этаж. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 120 мест. Посещать детский сад могут дети от 2 лет. Уже сейчас сформировано 6 групп и свободных мест нет. Глава республики Вячеслав Битаров лично осмотрел каждое помещение детского сада. Увиденным остался доволен. В рамках национальных проектов детские сады строятся в нескольких районах республики. Основная задача в короткие сроки решить проблему очередности. В новом году мы приступаем к строительству 2 детских садов в поселке Заводском, в городе Владикавказ. И
работу эту будем вести дальше в Моздоке. А в Моздоке еще закончим до конца года. В Луковской тоже большой детский сад. И таким образом я надеюсь, что мы в следующем году полностью уже должны снять очередность детские сады по всей территории республики. Территорию детского сада тоже привели в порядок. Здесь современные игровые площадки, есть автономная котельная, а в случае отключения электроэнергии предусмотрели генератор. Николай Жьюев, Алан Суанов, Новости Осетии. Владимир Гуриев удостоен ордена «Слава Осетии». Награду генеральному директору компании «Новоангарский обогатительный комбинат» вручили за вклад в развитие горно-металлургической отрасли и многолетнюю плодотворную деятельность. Орден «Слава Осетии» Владимир Гуриев получил из рук главы республики Вячеслава Битарова. Владимир Гуриев успешно совмещает бизнес с активным меценатством и общественной деятельностью. Он внес большой вклад в развитие осетинской культуры как в родной республике, так и за ее пределами. Две серьезные аварии произошли сегодня во Владикавказе. Около 2 часов дня иномарка двигалась со стороны Архонского круга по улице Московской. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель не уступил дорогу и совершил наезд на 2 человек. В результате 44-летняя женщина доставлена в РКБ в тяжелом состоянии. 10-летний ребенок госпитализирован в детскую больницу. Еще одно ДТП произошло на въезде в город со стороны станицы Архонской. Фура остановилась на светофоре. В этот момент в нее врезался следующий за ней большегруз. В результате ДТП пострадал водитель второй фуры. Он доставлен в РКБ. К другим темам. Предприниматели республики трудоустроят бывших сотрудников завода «Электроцинк», если те готовы переквалифицироваться. Дело в том, что теперь спроса на металлургов и профильных заводских специалистов в республике нет. Об этом на заседании рабочей группы сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей республики Тимур Медоев. Встречу провел заместитель председателя правительства Игорь Касабиев. В ней приняли участие руководители министерств и отраслевых комитетов, представители профсоюзных организаций, банковского и предпринимательского сообщества. Стало известно, что в службу занятости обратилось чуть больше 1000 бывших сотрудников завода. На сегодняшний день трудоустроили 43 человека. На заседании особое внимание уделили вопросам социальной поддержки тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Это многодетные семьи и те, кто имеет кредитные задолженности. Предложили механизм так называемой адресной помощи. Соответствующие поручения должны быть исполнены в течение недели. На получение специальной государственной стипендии правительства республики имени Билара Кабалоева претендуют 24 человека. Это студенты высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования. Их кандидатуры рассмотрела экспертная комиссия под председательством премьер-министра Таймураза Тускаева. Размер стипендии – 10 000 рублей. Денежное поощрение назначается ежемесячно в течение 1 учебного года. У каждого из кандидатов успехи в учебе, научной исследовательской, творческой и общественной работе. Таймураз Тускаев отметил, все кандидаты достойные ребята, подающие надежды, будущие профессионалы и исследователи. Экспертная комиссия одобрила 10 кандидатур, с ними проведут дополнительное собеседование. По его итогам претендентам останется 6. Во Владикавказе провели круглый стол, посвященный 25-летию Конституции Северной Осетии. Сейчас в республике проходит цикл мероприятий, посвященных этой дате. Окончательный вариант главного документа республики приняли 12 ноября 1994 года. За круглым столом собрались те, кто в непростое для страны и региона время создавал Конституцию. Со дня принятия в нее 13 раз вносили изменения. В 1995 году Федеральное собрание признало Конституцию Северной Осетии лучшей среди всех субъектов страны. Собравшиеся сошлись во мнении, только благодаря кропотливой работе, спорам, а главное желанию удалось достичь такого. Напомним, Конституция республики – это первый основной закон, который стал переходом к принципиально новому этапу развития Осетии. Теперь в центре политической системы оказывается человек с его правами и свободами, а условием их обеспечения становится политическая демократия и рыночная экономика.
Именно эти идеи становятся главными в Конституции Северной Осетии. Как все хорошо. Депутат парламента Республики Зелимхан Ватаев от имени главы вручил медаль во славу Осетии председателю благотворительного фонда «Спасательный круг» Геннадию Цгоеву. Награждение состоялось в рамках антинаркотической акции, которую провели сегодня во Владикавказе. Приняли в ней участие студенты Владикавказского торгово-экономического техникума. Собравшимся показали фильм о последствиях пагубной зависимости. Им также рассказали о том, что выбор всегда за самим человеком. В пример привели достижения прославленных спортсменов Осетии, которые добились в спорте больших успехов. Такой контраст, по словам организаторов, должен вдохновить молодое поколение вести здоровый образ жизни. После собравшимся показали концерт с участием известных в республике артистов. Надо демонстрировать это, чтобы люди немножко задумывались, те, которые не наркоманы еще. Вот. А потом уже показывать в другую сторону медали, там, позитивную. То есть спортсмены, они все здесь, вживую, олимпийские чемпионы мира. Есть старшие товарищи в виде спасательного круга, и тут есть у вас и контакты. Есть те уважаемые наши спортсмены, уважаемые наши педагоги, кому вы просто можете подойти и сказать: уделите мне внимание 5 минут, мне нужно просто выговориться. И поверьте, вам найдут эту возможность и помогут. В прямом смысле они помогут. Поэтому никогда не стесняйтесь. Бойтесь тех, которые вам будут улыбаться и говорить: хочешь вот это попробовать, да? И у тебя пройдет все. Вот это враг номер 1. Популярные блогеры из разных уголков России оценили красоты Северной Осетии. Это в рамках туристической экспедиции в регионы Северного Кавказа. Осетинское гостеприимство, величественные горы и достопримечательности не оставили блогеров равнодушными. Гости отметили, сюда хочется возвращаться. Об этом они лично рассказали нашему корреспонденту Хета Гуплееву. Нейрофизиолог, певица, представительница бьюти-индустрии. Это блогеры из разных регионов России. У каждого из них минимум 100 тысяч подписчиков в соцсетях. А больше всего у Валерии Султан. Их почти 900 тысяч. Первая точка на карте тура в Северной Осетии – это памятник 7 братьям Газдановым. Здесь гид рассказал о печальной истории осетинской семьи. А дальше – Куртатинское ущелье. Блогеры с изумлением рассматривают горы и достопримечательности. Первый – Кадаргаванский каньон. Гости хоть и приехали отдохнуть, а о призвании не забывали. Чтобы впечатлить своих подписчиков, фотографировались в разных ситуациях, моментами даже экстремальных. Большое впечатление на блогеров произвели зоопарк и Дзевгизская крепость. Блогеры побывали в республике первый раз, но все как один признаются, сразу влюбились в красоты Осетии. Хочется еще раз вернуться, потому что здесь и люди, и природа доказывают, что наша земля необычная, и хочется больше мест увидеть у вас. Следующий пункт – Аланский мужской монастырь. Здесь гостей встречали представители Республиканского комитета по делам печати и массовых коммуникаций. Они, как и положено в гостеприимной республике, подготовили блогерам подарки. Не оставили без внимания и самую юную гостью. Стася, вот тебе от нас такая книжечка. Пожалуйста, читай. Приезжай к нам. Надеюсь, тебе у нас понравилось, несмотря на холодный воздух. Поездку блогеров организовало Министерство по делам Северного Кавказа совместно с ИТАРТАСС для того, чтобы познакомить с культурой, традициями и красотами Кавказа. По словам зампреда Комитета по делам печати и массовых коммуникаций Мадины Габаловой, это не единственный проект, есть и другие. Уже прошли мероприятия, такие как Биеннале современного искусства, фестиваль Северный Кавказ, синтез мира, синтез искусства. И вот этот блок-тур укладывается в эту линейку. В целом вся эта работа проводится для того, чтобы, как я уже отметила, люди видели добрые отношения, нормальную человеческую жизнь, для того, чтобы понимали, что Северный Кавказ, вот он сейчас здесь, это такой же субъект Российской Федерации. Блогеры говорят, возможно, поездку в Северную Осетию опишут в своих блогах, расскажут о впечатлениях, а может даже и покажут. Им не нужны профессиональные камеры или световые установки. Если есть в руках такая небольшая экшн-камера, то они уже могут создавать контент для своих подписчиков. Но чтобы все выглядело красиво на экране, нужен качественный монтаж. Это последний этап создания ролика. Экскурсия блогеров завершилась в Даргавсе. Уже сегодня гости отправятся домой. И то, что увезут с собой массу приятных впечатлений, это точно. Хета Гуплеев, Алан Суанов, Новости Осетии.
Активистам регионального штаба Общероссийского народного фронта удалось узнать судьбу 4 жителей Северной Осетии, погибших на войне. Все это благодаря совместной акции с поисковым движением России «Судьба солдата». Всю собранную информацию торжественно передали их родственникам. В мае этого года было собрано 188 заявок. Передали их поисковому движению. Акция направлена на патриотическое воспитание молодежи. О том, как сложилась судьба солдат и где они похоронены, рассказал член регионального штаба ОНФ Руслан Бедоев. Отметим, что во время Великой Отечественной войны на фронт ушли 95 тысяч жителей Северной Осетии. 79 из них награждены медалью Героя Советского Союза. Мне когда позвонили, было очень приятно, мне прям до слез. И вот сейчас, когда я узнала, что хотя бы где он похоронен, и сейчас я могу поехать и хотя бы посмотреть, где похоронен мой прадедушка. И когда они видят в книге памяти, где похоронен отец, дедушка, прадедушка, у них как-то вот светлеет лицо и как-то уже другое настроение, то есть более такое, ну не то что радостное, но во всяком случае не теряется в догадках, где, что и как. Объединенный институт ядерных исследований и Североосетинский госуниверситет договорились о сотрудничестве. В планах открыть совместную образовательную программу «Физика элементарных частиц». Налаживается сотрудничество в области радиационной биологии, протонной терапии и экологии. Центр рассчитан на людей разных возрастов. Учащимся школ показывают, как выглядит наука и где она применяется. Педагогам объясняют методику преподавания, чтобы выпустить подготовленного к научной деятельности абитуриента. Студентам предоставили доступ к оборудованию, чтобы они видели, как применяются теоретические знания. Молодым ученым центр нужен для работы. Здесь происходит международный обмен опытом. Задача – это возбудить интерес к науке и показать о том, что и сейчас наука находится на передовом уровне, и есть много чего интересного, чем эти молодые люди после обучения на физтехе и, так сказать, в других вузах нашей страны могут заняться. То результаты есть, потому что появился интерес у молодежи прийти на физтех, мы этому очень рады. Вот мы очень рады тому, что кто-то из этих молодых людей придет потом к нам в институт. Все-таки установление контактов студентов и преподавателей, опять-таки, с учеными из ведущих научных центров, с тем, чтобы понять, кто может приехать туда на практику, какие совместные проекты могут быть. В Североосетинском госуниверситете во время осенних каникул организовали сезонную школу. Назвали «Химия вокруг нас». Проект пилотный. Программа рассчитана на учащихся 8-11 классов и направлена на то, чтобы вызвать интерес у ребят к изучению наук. Эксперимент с химией получился удачным. Об этом говорят и педагоги, и учащиеся. А еще в этом убедилась моя коллега Марина Караева. Она расскажет подробнее. Никакой магии, только химия. Несколько капель темно-синего индикатора хрома и буфера мячного раствора. На первый взгляд что-то из разряда сверхъестественного, но нет, это один из способов определить жесткость воды. В химии известен как титрование. Сейчас мы исследуем обычную воду из-под крана и еще исследуем мы бутилированную воду с магазина. Ну и какая жестче? Получается, что вот с этого здания, с водопроводная. Водопроводная да. жестче, да? Да. Хорошо, ты об этом знала раньше? До того? Нет. Не знала. Я вообще не знала, что вода может быть жесткой. В сезонной школе «Химия вокруг нас» ребят знакомят не просто с таблицей Менделеева. Их учат исследовать. Здесь, например, задача определить pH шампуня. Проще говоря, его кислотность. А здесь ребята исследуют стиральный порошок. Определяют водородный показатель материала. Это говорит о том, насколько порошок хорошо стирает. Еще юные исследователи могут сказать, как хорошо порошок смывается.
Заниматься в сезонной школе у ребят есть возможность во время каникул. Во время осенних здесь было 34 человека. Это учащиеся 8-11 классов. По словам педагогов, интерес к точной науке проявили и те, у кого в расписании химия появится еще не скоро. Самый юный химик – ученик 3 класса. Наставников это радует. Самое ценное для меня, как преподавателя Северо-Осетинского госуниверситета в этом, то, что наши студенты активно принимают участие в этой школе. И вот у нас очень серьезно сейчас работает система наставничества. То есть, если вы посмотрели, обратили внимание, что с каждой группой ребят работает один студент. Мы сегодня уже в конце проведения этой школы просто наблюдаем, как студенты работают со школьниками. И для нас это самое ценное. Теоретическая модель школы разработана преподавателями Северо-Осетинского госуниверситета для регионального модельного центра. Педагоги признаются, на разработку ушло около 2 месяцев, и аналогов такой программы больше нигде нет. Наконец мы пришли вот к данной модели, которая позволяет расширить образовательное пространство, сделать его более доступным, вариативным и позволяет синтезировать разноуровневые программы. Это и программу школы, и программу дополнительного образования, и программу вуза. И сделать так, чтобы разные категории детей с абсолютно разными стартовыми возможностями вполне могли усвоить данную программу. Особенность программы в том, что она погружает ребят в увлекательный мир химии. Здесь нет места учебникам, только теоретические лекции и практика. И эта школа является следствием внедрения этой модели, чтобы посмотреть, что на практике получается, что не получается. И в итоге педагоги дополнительного образования республики получат серьезный инструмент для организации работы с детьми в любом направлении, не только в направлении химии. Сезонная школа как пилотный вариант. Дальше больше планируют сделать ее постоянной. Региональный модельный центр реализует программу в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Цель – повысить мотивацию учащихся к изучению наук. Марина Караева, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. На этом у меня вся информация. Спасибо за внимание. А выпуск продолжат мои коллеги из осетинской редакции. Слово Феликсу Бритаеву. Бужны Генриетті хабарты бирі шасалдар сыныртықы Сыбырай фанышан канзынан. Жағым разурзыштымын ақшанадон транспорты фаткытықай, уймаманы башушық канзышым туркак диаспорай минаварты алайна гимназы кудышважа код тойвы. Асымындар хабарты чешіл рекламай фашты банқалма кашут.